Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Что такое хорошо, что такое плохо». Урок номер 18. Тема сегодняшнего урока «Главное в жизни правда». Өмірдегі ең бастысы шындық. Сегодня на уроке ты научишься слушать, читать и понимать текст, описывать события и героев, определять жанр текста, правильно высказывать свое мнение, ставить знаки препинания в конце предложений. Упражнение номер 1. Прочитайте заголовок рассказа и опорные слова. Предположите, о чем пойдет речь. Әңгіменің тақырыбын және көмекші сөздерді оқыңдар. Не туралы айтылатынын болжаңдар. Мама и друг, ана мен дос. Уроки, сабақтар. Футбол, не успел, үлгермедім. Школа, мектеп. Учительница, мұғалім. Упражнение номер 2. Послушай рассказ Кайрата Жанабаева по QR-коду. Подтвердились ли ваши предположения? Чему учит рассказ? QR-код арқылы Кайрат Жанабаевтың әңгімесін тыңда. Сендердің болжамдарың расталды ма? Әңгіме нені үйретеді? Два друга играли в футбол. Екі дос футбол ойнап жүрген. Мама сказала: Арман, иди учи уроки. Анасы: Арман, сабағыңды оқы деді. Давай поиграем еще, потом уроки сделаешь, сказал друг. Досы: тағы біраз ойнайық, сабақтарыңды кейін орындайсың деді. Арман до вечера играл в футбол, а уроки не успел сделать. Арман кешке дейін футбол ойнап, сабақтарын оқып үлгермеді. Арман шел в школу. Арман мектепке кетті. Как теперь он ответит урок и что скажет учительнице? Ол енді сабақта қалай жауап береді және мұғалімге не дейді? С другом футбол играть хорошо, а маму все же надо слушать, подумал Арман. Досыңмен футбол ойнаған жақсы, бірақ анаңды тыңдау керек деп ойлады Арман. Почему Арман не успел сделать уроки? Арман не себепті сабақтарын оқып үлгермеді? Потому что он до вечера играл в футбол и не успел сделать уроки. Выскажи свое мнение. Начни со слов. Арману стыдно, потому что... Өз ойыңды айт, мына сөзден баста. Арману стыдно, потому что он не слушал маму и не успел сделать уроки. Произноси правильно. Шел, а произносим шел. Что, произносим что. Упражнение номер 3. Подумайте и составьте вопросы к рассказу. Послушайте ответы одноклассников. Әңгімеге ойланып сұрақ құр. Сыныптастарының жауаптарын тыңда. Кто играл в футбол? Что делал Арман? Упражнение номер 4. Прочитай выразительно рассказ «Мама и друг». Ана мен дос әңгімесін мәнерлеп оқы. Определи основные части текста. Подумай и продолжи предложение. Мәтіннің негізгі бөлімдерін анықта. Ойланып, сөйлемдерді жалғастыр. В начале рассказа говорится о том, что два друга играли в футбол. В основной части рассказывается о том, что Арман до вечера играл в футбол, а уроки не успел сделать. В концовке говорится, что с другом в футбол играть хорошо, а маму все же надо слушать. Упражнение номер 5. Поставь правильно знаки препинания в конце предложений. Напиши в тетради. Сөйлемнің соңында тыныс белгілерін дұрыстап қой. Дәптерлеріңе жаз. Первое предложение. Два товарища играли в футбол. В конце этого предложения ставим точку. Второе предложение. Что я скажу учительнице?
В конце предложения ставим вопросительный знак. Третье предложение. Маму надо слушать. В конце предложения ставим восклицательный знак. Упражнение номер 6. Рассмотри картинки, прочитай текст. Подбери к каждой картинке строки. Суреттерді қара, мәтінді оқы, әр суретке сәйкес мәтінді тап. Давно закончился урок. К первой картине подходит третий текст. Давно закончился урок, тебя все нет и нет, сынок. Ну ладно, правду расскажу, с друзьями время провожу. Так весело идет игра, забудешь, что домой пора. Ко второй картине подходит первый текст. Давно закончился урок, где допоздна бродил, сынок. Я сильно горло простудил и на прием к врачу ходил. В этом тексте значение слова «бродил» – «ходил». К третьей картине подходит второй текст. Давно закончился урок. Где ходишь до сих пор, сынок? Малыш свой дом найти не мог. Я малышу тому помог. Произносим правильно. Допоздна. Произносим допоздна. Допоздна кешке дейін. Прочитай в терминологическом словарике на странице 165, что такое жанр. Определи, к какому жанру относится этот текст. 165-ші беттегі терминологиялық сөздіктен жанрдың не екенін оқы. Бұл мәтін қандай жанрға жататынын анықта. Жанр – это определенный вид литературного произведения. Загадка, пословица, сказка, рассказ, стихотворение. Этот текст относится к стихотворению. Упражнение номер 7. Составьте пословицы. Какая из них подходит к тексту стихотворения? Почему? Напишите ее в тетради. Мақал құраңдар. Қайсысы өлеңнің мәтініне сәйкес келеді? Неліктен? Оны дәптерлеріңе жазыңдар. Первая пословица. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. Вторая пословица. Меньше говори, больше делай. Итог урока. Я узнала, что такое жанр. Я научилась ставить знаки препинания в конце предложений. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.